пальцы. Ну да, горячее еще. Интересно, всем привет, дорогие друзья. Сейчас пойду волчат кормить. Сейчас немножечко. Он тут осталось в банке. Он уже такой подкисливает. Ну как, знаете, творожок. Эх, козья. Надо как-нибудь купить литров 10. Да, сделать с него творог или сыр. Сыр, наверное, лучше. Хотел в YouTube все нормально зайти, сделать эфир. Но что-то у меня все не получается, все некогда, дорогие друзья. Вообще некогда, поэтому вот только так. Сейчас какие-то тут фишки можно делать. Так, фильтр чата, модерация сообщества. Вот именно в таких условиях, когда... Так, это что такое? Таймер 30 минут. Ладно. Привет от руководства Black Russia. Что за Black Russia руководство? Что это такое Black Russia? Черная Россия? Так. Карампол. Азиз, привет, привет. Что-то знакомое Black Russia. Это не на этом, не на Hype Reality рекламировали эту Black Russia. Кобра, Андрюха, здорово, здорово, Кобра. Всем привет. Google Play. Давай эти руководства Black Russia прорекламирую вашу игру. Ставки не рекламирую, игру можно прорекламировать. Только надо спонсорство, чтобы было. Алмата, салам, салам, валейкум ассалам. Да, у нас белые ночи, мы же в Санкт-Петербурге. Волки на улице, сейчас пойду волчат кормить, сейчас молочко остынет. Надо всех покормить.
Да, он еще светло. Всем привет, кто зашел. У нас 10:48. Идем кормить сейчас козьим молочком соски волчат канадских. Они уже ждут, там некоторые вылазят. Уже вовсю надо в другой вольер их перекидывать. Спасибо, спасибо и взаимно, и вам здоровья. Казахстан. У меня что-то уже за второй месяц 3 работника, и все через месяц говорят: Андрюха, я не вывожу, мне тяжело. У нас с работниками, конечно, на 4 часа только работают. 4 часа, дорогие друзья, поэтому у кого есть желание, 4 часа работы в день, только 4 часа. И то не вывозят. Ну да, работа как бы, ну, не знаю, для меня не такая, что прям супер сложная, что все, умираю за 4 часа. Просто 4 часа, будь добр, приди, вот так вот прям, ну, очень хорошо отработай и уйди. Как бы, а все остальное время отдыхай, там, прохлаждайся, вне рабочее. Ну, в принципе, хорошо, нормально работали ребята, но вот тяжеловато им, конечно. Поэтому будем опять одни летом. Ну, не знаю, может, найдем кого-то. На выходных-то есть у нас приходит Ярослав, парень. Ну, много кто-то говорит, дружище, много кто-то говорит, и потом как бы свои силы не особо расценивают. Поэтому, если тебе 20, ты мастер спорта или кандидат, то еще можно. Ну, а если нет, я думаю, будет тяжело, будет непросто. Салам из Уфы, мой верный друг ЗСЛ, привет вам большой лай. Альмир Мустафин, привет, привет. Что у вас за ЗСЛ, кстати? У нас одна сучонка осталась, Воланд. Так, все, я думаю, нормально. Волчат еще никак не назвали. Видео вообще что-то мало набирает просмотров, поэтому жду, какие имена там будут залайканы. Я же написал там последнее видео, что жду от вас ваши имена, и какое будет имя залайкано, такими назовем. 39 лет. Ну вот, 39, я думаю, будет тяжело. Тут вот пацаны, 33 года парень вот работал у меня, Федор. Он, ну, последние деньки там отрабатывает и уходит. Ему как бы, ну, молодой парень, крепкий, но тяжело ему. Да и мне, в принципе, нелегко тоже, но я как бы нормально. Так, смотрите на них. Сейчас я поставлю, чтобы как-то это видно было все. Сейчас, малыши, сейчас, подождите. Так, главное, не вылазите, пожалуйста. Так, подождите. Так, наверное, как-нибудь вот так вот еще. Вот так вот еще. И потом вот так вот еще. Так. Нормально. Так, кто первый? Давай, девчушка, иди сюда, моя девочка, иди сюда. Все, спокойно, спокойствие. Чё? Да, пей, моя девочка. У нее есть имя. Я ее как бы пока внутри себя держу имя, но думаю, может, кто-то прикольнее назовет. А пока у нее есть такое имя, которое для нее больше всего подходящее. Конечно, там и Гроза предлагали, и разные, потому что она очень на Грозного похожа. Дорогие друзья, вот сегодня тоже мне девушка в личку писала, говорит, как вас поддержать, куда скинуть денежки, ссылочки, все там карты, Сбербанки. Кому интересно, кто хочет как бы поддержать, может без проблем нас поддержать. И в Ютубе тоже очень мало, походу, людей смотрят. Я не знаю, как мне, или через Телеграм. Как-то находят в Телеграме, вот почему-то пишут. И
пишут, что как там Акела, что с Акелой, как бы. Я постоянно видео высылаю, и Акела чуть ли не в каждом ролике у нас. Поэтому, дорогие друзья, вот насчет поддержки, кому хочется, кому интересно, кто хочет поучаствовать в парке Северных Волков, может нажать и через донейшн, и через разные, как говорится, и через Telegram кошелек, через как хотите, как вам угодно. И через Сбербанк тоже, и через Тинькофф, там ссылочки все есть. Это у нас малышка. Вот она, волчица единственная девочка. С волчатами еще тоже решаем вопрос. У нас Китай что-то там случилось у них, непонятно. Потом Турция тоже. Вот сейчас будем по ходу поодиночке искать хозяевам. Да, дети моя маленькая. Сегодня баранину они ели, кишки бараньи. Вон у них даже пузо. Надо, наверное, поближе к вам. Сейчас второго возьму, поближе сяду. Я, дорогие друзья, особо сейчас не вижу, как бы, что вы там пишете, поэтому пишите, я чуть попозже прочитаю обязательно. Всем привет, кто зашел. Вы находитесь в парке Северных Волков, дорогие друзья. И, кстати, кто хочет нас посетить, у кого есть желание приехать мне в гости, есть определенные условия. Эти условия обговариваются в личку. Массового посещения, ну и одиночный экскурсии у нас нету, но за благотворительный взнос ко мне в гости можно приехать. Как раз сейчас у нас волчата, можно будет с ними поконтактировать. Комары появились, что-то резко прям так. Насчет волчат тоже ценника. У нас недавно смотрю, опять вот сегодня на Авито, раз там мальтипу выскочит, там по 500 они тысяч, там по 600 тысяч, да. И как-то, я не помню дословно историю, но, по-моему, связано было с художником, который рисовал картины, и они были, ну, кто-то ему за картину говорит, да кто у тебя вообще покупать будет эту дичь, типа, она вообще там, да ее на мусорку, типа, выкинуть и все, как бы, максимум. И в момент какой-то ему или отец, или мама, или какой-то мудрец, я даже не знаю, сказал, что... Или когда его оценили, картину где-то в этом, ну, где-то в том месте, где она будет оценена. И оценили ее там в большие деньги. И суть в чем? В том, что надо найти своих ценителей, так скажем. Вот и все. Потому что одному и 5000, понимаете, будет дорого, рублей. Кому-то и молоко банка, вот мы покупаем там почти 1000 рублей, да, козьего молока 3 литра. Кому-то это дорого будет, кому-то дешево. Но я считаю, это недорого для козьего молока натурального. Ты в магазин заходишь, там литр козьего молока. Какой литр? 0,5 стоит 200 с чем-то рублей. 0,5. Даже не литр. Так, иди бешеная. Все руки грязные те. Поэтому надо знать своих, кто оценит. Также и по Воландам никого не призываем. Ну, кто ценит наших животных, кто понимает ценность ее, тот и заплатит. Так, давай. Кто? Ай, иди сюда. Тихо. Так, кто ты у нас? Это Честер, по-моему. Да, Честер, давай мы поближе сядем, Честер, чтобы читать и разговаривать. Так. Я как-то... Спецназ Ахмат, приветствую, спецназ Ахмат. Да, обязательно, всем можно приехать в гости, но... Я говорю, ко мне, из-за благотворительный взнос определенный. Другого варианта просто нет. Когда узнают кто-то цену,
начинают там, а что так кто там матерится даже, начинает там, вы что, ребят, вы прикалываетесь? Тут, ну, давайте я к вам домой пойду. Это мой дом, это мои животные, это мои условия. Поэтому, ну, кто хочет попасть, посмотреть на самых красивых волков, самых крупных, самых популярных волков в мире, ну, надо раскошелиться, чтобы как-то мое время было, как сказать, это вообще капля в море, то, что я прошу. Поэтому за то, чтобы ко мне приехать. Так, я плохо... Ай-яй, ногти аккуратней своими. Смотрите, руки уже грязные, мне испачкали. Да, волчата на глазах, всем привет. Ну, сын братиша, он не подмял совсем прям, он подмял вместе с волчицей, он не один на один подмял. Поэтому здесь немножко нечестная была борьба. Андрей, ты как в деревне? Почему как? Слушайте, ну, поверьте, мне города хватает. Мне друзья позвонят, я выскочу. Тут 15 минут езды, я в городе. Ну, 25 минут, и я в центре. Ну, 30 край. Ну, 35, ладно, не буду там, если медленно, так аккуратненько. 35 минут, и я в центре города на Невском. Где вот, кто так живет 35 минут, и ты на Невском проспекте. Вот я так живу. Поэтому мне города, поверьте, хватает. Бывает, надоедает, мне звонят, я говорю, я никуда не поеду, никуда не хочу. Никуда. Мне хочется здесь побыть, тут делов много. Особенно, знаете, когда ты упашешься за целый день, там в 10 часов ты уже хочешь прилечь, там с детьми побыть, там с семьей побыть. А тебе звонят ребята и говорят, слушай, выскакивай, мы тебя ждем. Ничего не знаю, мы там давно не видели. А у меня же, ну, разных много друзей, знакомых, близких. Когда кто-то приедет в Питер, особенно вот эти, которые приезжают в Питер, и ты им должен экскурсию какую-то еще по Питеру проводить. Ну, веселье, короче, вообще. Мне один вообще мне звонил, там, вы его все знаете, это тоже блогер. Звонит мне, говорит, Андрей, у меня там мой знакомый приезжает, ты можешь ему экскурсию провести? Я говорю, в смысле? Какую еще экскурсию? Ну так, ради меня, по-братски, типа. Я говорю, как бы это, давай, как бы, ну ты не к тому звонишь вообще. До свидос, как бы, ты чё? Так, это у нас Честер. Вот этого зовут Честер, кстати. Сейчас их плохо видно. Так, кошак, не лезь. Честер. Разные, короче, люди бывают и разные. Один, говорю, вообще работник звонил тот. Звонит что-то мне там, ну, устраиваться на работу ко мне. Звонит что-то, вот месяца 2 назад было. Туда-сюда, там зажили-были. Что-то раскачивает, там, ну, такой какой-то непонятный, якобы приблотненный. Фиолетовый, смотрю. Фиолетового имя, в принципе, Purple, думал я ему дать. Или, сейчас забыл, там это имя такое интересное было. На А. Вот он какой красивый. Звонит мне и такой говорит, я говорю, что хотели, говорите? Ну вот я хочу, там, я то в Геленджике сижу, там. Я говорю, а что в Геленджик, там есть? Вот нет, вот именно там к тебе, там, ну, сходу на ты, короче, такой. Ну и в момент такой, что-то мы там, что-то, и он такой, да, все понятно с тобой. Я так и знал, что ты такой, правду о тебе люди говорили. Я говорю, какие люди? Ты о чем вообще? Я говорю, ты вообще залетел там, ты, мы, хрюму там, что-то вообще. Ну, короче, он там меня послал и сбросил телефон. Естественно, я разозлился, думаю, перезвоню тебе, скотина. Ну, короче, он, это все вот такие залетные. И, кстати, это второй раз он просился на работу. Первый раз 4 года назад или 5 лет. И в этот раз опять, представляете, вот такие люди, у меня здесь семья, там дети, и какой-то ублюдок будет так себя вести, да, я быстро ему руки, ноги как скручу, будет потом хромулей ходить, зачем это надо вообще кому-то,
Я точно в своем монастыре не потерплю такое. Но я сразу вижу, тоже чувствую людей. Поэтому отсекаем таких. Быстренько прям. Я знаю, что он лицом к лицом ко мне стоять будет, он никогда не скажет такого. Это вот километры разделяют, и поэтому вот так люди себя ведут. Номер еще сразу, я сразу пробить хотел, чтобы пообщаться, как бы приехать. Ну там, если у меня ребята есть просто. Ну там вообще номер на какую-то девушку. Короче, там левые номера. Ну, короче, это все какое-то было такое. Вот как он ест быстро. Это акелы, волчата. Волчата, акелы и черники. Так, это третий у нас уже кормится, да? Честер покормился, Пурпл наш. Девочка. Еще трое. Да-да, они будут очень красивые. Вон, смотрите на меня. Пурпл. Пурпл. Фиолетовый наш. Яньте мой малыш, ой, какой. Сейчас я там, подожди. Так. Блин, что как будто горячее. Юта. Где мой оранж? Оранж, ты где? Ты черненький. Иди сюда. Черненький, по-моему. Это наш, который типа его называем. Да. А эти пузатенькие. Пузатенькие. Уже уши больше, чем вы, начинают расти. Пахнут они древесиной, потому что там эти, как их там, опилки. Там никто побег не устраивает. Он пузанчик. Поэтому, дорогие друзья, да, как бы картинка одна, там показываешь 0,01%, а всякие там, тем более, кто работал у меня здесь, всякие вот там были, которые до этого, раньше, люди как бы, я говорю, вот так вот мы стоим, никто никогда, ну, если скажут, то там, естественно, как бы я никогда не стою за свое, за честь, за достоинство, всегда отвечу, когда задевают. Могу пожалеть кого-нибудь больного, невменяемого, там, душевно больного человека. Можно еще пожалеть, там, подзатыльник дать. Давайте не будем о таком. Мы добрые, волчата, пьем козье молочко, едим сердца, едим бараньи кишки, скажи, да? Они тут сердце Фриска ели. Эта лошадь оценивалась 7 миллионов. Смотрите, вопрос насчет сами пьют. Сами, конечно, могут пить они. Но это я делаю для того, чтобы максимально вот с этими моими колобками, черными угольками сохранить контакт. Чтобы они со мной контакт вот сохраняли. Я их глажу, я с ними разговариваю. Они мой голос слышат, они все, они с ума начинают сходить. С ними нужен контакт, работа. И вот только такая работа через молочко, это вот когда еще слепыми мы их вытащили, полуслепыми, вот так мы контакт их приучаем. Да-да-да, обязательно. Поэтому они так пьют, но время надо уделять. Как раз, думаю, вы посмотрите. И, конечно, их хочется налить и ушел. Быстрее, потому что и так как бы много уделяешь. Но тут, ну, надо, что поделать. Блин, комары появились. Так, еще 2 волчонка осталось. Вот у меня все любимые, но выделил я 2 черных прям таких, которые прям, ну 3 даже они. Да, они все крутые, короче. Все, давай. Вот этот с черной.
Ой, чё какой, ой, чё злюка. Может, дышать тяжело. Чё вы? Так, кого не кормил? Я не кормил Ярова. Где ты, Ярый? Вот сюда. Вот сюда. Иди сюда. Вот он Ярый, вы посмотрите. Вот он Яр. Пока я его Ярый называю. Это с оранжевой ленточкой. Он у нас Ярый. А, Яндекс предложил вашу песню, ничего себе. Короче, да, дорогие друзья, у кого есть желание помочь в музыкальном продвижении моем, 3 трека в Москве записывал месяц назад. Я их уже давно бы выпустил, но мне тут условия дали, что чтобы они в продвижении рекомендованы были, их надо, чтобы они 50 тысяч прослушиваний за месяц был. Я думаю, с моей аудиторией можно было бы это сделать. Я не знаю, как думаете, может рилс какой-то записать, вот, ну, действительно, кто вот хочет послушать мои старые там треки. Ну, как старые, в прошлом году Гормон, позапрошлом Иду к цели, как бы, ну, такие интересные треки, на самом деле, и серьезные, я бы сказал бы, по музыкальному, потому что мы работаем там с продюсером одним. Он у нас, этот продюсер, многим под ключ вообще делал треки звездам, как Галустян, там у него знаменитые там песни есть, там, ну, такие вот, он блогерам разным, я просто не хочу называть. И мы с ним как бы давно знакомы, и мы с ним работаем в этом плане. Как он хватает. Для чего нужны волки в природе? А для чего нужны медведи, лоси, кабаны, птицы все? Вот этот вообще favorite, my favorite, Ярый. My favorite. О, вот он лидер здесь пока что. Вот он такой прям малыш, серьезный очень. Так, кто у нас остался? Сапфир с синей ленточкой, я его Сапфир пока называю. Этот Ярый. Смотрите, как он. Смотрите, у него живот какой. Смотрите на его живот. Вы пузатые. Вон, смотрите, видите, какой живот? Вот такой у него живот. Оба. Пузом столкнул. Так. Сейчас я последнего волчонка и будем закругляться, дорогие друзья. Поэтому, если кто не успел там вопросы задать или кому не ответил, переходите в Телеграм. Я обязательно вам отвечу на ваши все вопросы в Телеграм-канале в кружочке. Так, Сапфир, ты где? Сапик. Вот ты, Сапфирик. Вот ты, Сапфирик. Так, подождите. Оранжевый кушал. Фиолетовый кушал. Ты чё, не хочешь? Да как? Подожди, ты чё, баранины сожрал? Кучу. Давай, чё? Да, есть. Да вы просто введите Андрей Мусиенко, иду к цели, или Андрей Мусиенко, гормоны. Он есть в Яндексе. Через Телеграм я там скидывал ссылочку. Давайте я, наверное, тоже рилс сюда запишу. Этот, ну, не рилс, а шорт здесь они называются. Ну, или выпущу отдельный этот, чтобы у нас 50 тысяч прослушиваний было. Как бы вы бы, конечно, очень помогли в этом, чтобы... Знаете, вот честно скажу, я вот в прошлом году не хотел выпускать трек Гормона. Он, ну, на самом деле очень крутой, кочевый. И когда я не понял, ты что не пьешь? И в момент, ну, просто там меня поддержали и жена, и друзья, ты чё, трек, типа, огонь, давай. Я говорю, да не в этом плане.
треки я знаю как бы хорошие, но в плане того, что думаю, зачем мне вообще это надо, думаю. Да, я хотел как бы по музыке тоже идти, да, я вот, ну, мне как бы, слушайте, он не хочет есть. Если ты не хочешь есть, друг, у нас есть те, кто захотят съесть. Так, подожди. А у нас захотят много кто поесть. Поэтому и в этом году у меня такие вот, когда мне сказали про 50 тысяч, я такой думаю, блин, думаю, YouTube есть почти 700 тысяч подписчиков, Instagram почти там 600 тысяч, думаю, ТикТоке, везде есть столько людей, почему бы, ну, не поддержать, думаю. И потом думаю, все это в основном делаю для того, чтобы, ну, как-то вот парку и животным нашим было комфортно, еще комфортнее в плане. Им и так комфортно, наверное, чтобы мне больше было комфорта в плане там финансово или еще как-то, чтобы я мог быть на слуху и как-то вот эти все моменты, треки, как-то это все монетизировалось и зарабатывал деньги, потому что если взять там, ну, YouTube, все вот эти дела, нет никаких монетизаций, нет никаких заработков, и вообще как бы здесь, ну, очень много работы. Здесь надо иметь миллион минимум, чтобы как-то содержать это все в месяц. В месяц. Что говорить уже об это надо сколько зарабатывать. Как говорится, взял я на себя такую ответственность, поэтому вот пытаюсь везде и вся. Если есть желание, конечно, поддержать, я буду только рад. Также, конечно, у нас есть платные каналы, но там у нас 90 сейчас человек на лакшери в Телеграме. Там 1000 рублей в месяц подписка у нас. Кому интересно, тоже мы там тоже можете подписаться. Это вот Честер у нас. Андрей Мусиенко. Андрей Мусиенко, видите, и все. Да, рилс тогда сделаю еще плюсом. Там ссылочки эти Яндекс скину, чтобы Яндекс прослушивания было. Конечно, круто было, если, ну, мне кажется, вот этот гормон, наверное, надо будет вирусить, потому что и новые треки, кстати, вот этот новый трек, я скажу, что я за посыл сделал. Вот эти есть всякие рэперы там, новые рэперы молодежные, и я слышал их треки, я же много слушаю, ну и как бы разбираюсь в музыке. И у них, у многих, они поют в треке, мы типа дворовые псы, что-то такое вот там, да мы там всех раскидаем, мы такие крутые, да мы псы там, мы цепные псы там, мы дворовые псы там, да я уличный пес, а я там пес, и себя псами называю. Я как услышал, у меня идея пришла, ну-ка я вам сделаю ответочку, ребята, на псы вот это. И я как бы писал трек этот, ну, в принципе, недолго, я писал его месяца 2. До этого я писал другие там треки, тоже, кстати, интересные, я думаю, вам послушать. Это новый, который сейчас в Москве записал, ездил месяц назад. И я вот решил вот такую сделать ответочку этим ребятам. Ну, не знаю, как бы услышат мой трек, не услышат, но... Ты здесь ждешь, стоишь. Синий, а ты что не ешь, не пьешь? Давай пей. Что-то синий не захотел. Наверное, это. Не хочет, оно кисловатое, может, поэтому не хочешь. Завтра за свежим поедем. Они, видите, чуть это и не пьют уже. Да, 3 трека у меня. У меня почему-то Ариадну и BCW удалили. Не знаю, по какой причине, надо будет восстанавливать. А эти 3 трека есть официальных. И еще 3 трека будет. Вот надо 50 тысяч Яндекс.Музыки, я 3 трека еще новых выпускаю. Сделаем тогда, я думаю, поддержат все. Все, они играться пошли. Сейчас кошечкам дадим молочка теперь, нальем. Да, я вот 3 трека. Один такой, знаете, я вайб сделал 2010 года. Я думаю, кто вот в тех годах был молодым, там, любил, страдал, ну, тому, наверное, зайдет этот тречок. И один у меня будет «Я дома» называется. Второй трек это про то, как время быстро летит, и то, как мы как бы многих потеряли.
многие не той дорогой пошли, и кто-то не ценит то, что имеет, поэтому вот, ну, как-то об этом вот что-то, о парке тоже, о доме, о семье спел. А вот третий трек, это вот именно посыл вот этот, что если я залетаю в эту игру, ребят, я могу здесь тоже вам показать, что я могу и здесь. Как бы я позиционирую себя в том свете, если я берусь за что-то, то я как бы это делаю очень качественно и хорошо. Если я строю парк, он должен быть красивый, хороший и конкурировать, да. И мне очень круто, что многие люди, смотрев на меня, делают еще круче. Это очень круто, вот в плане животных, потому что это не делают они какой-то там, могут кто-то эго тешить, кто-то еще, но именно когда это касается животных, я наоборот очень рад и очень хорошо, что есть такие люди, которые будут условия создавать такие для животных. И вот брался за вино, да, вот 3-й год вином занимаюсь, и тоже решил, что если я в это захожу, то я должен быть в этом лучше. Поэтому вино тоже у нас есть, там пару бутылок можно как бы приобрести, и красное сухое, и красное полусладкое, и Изабелла, и Мерло Саперави. Короче, есть у нас вина, поэтому, ну, а их немного, их там всего лишь там на продажу осталось, может, штук 5-7, больше я не продам. Поэтому, если я берусь за что-то, должен быть в этом лучший. Вот мне так хочется, да, ну, хотя бы не лучше, а хотя бы вот было на уровне, качественно. А если я буду, ну, браться, вот как мне вот говорят, там многие там собачники тоже, там кто, о, повяжи это с тем, или это с тем повяжи, или это с тем. Я говорю, а зачем, для каких целей? Ну, это выровняет, это, а давай мою там суку повяжем, мы там выровняем. Я говорю, не, если у тебя, сука, то-то, 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 у тебя есть качество, у нее есть поиск, у нее есть то, у нее есть это, сколько добыл, сколько лежек, сколько того, какая родословная, кто предки, вот тогда мы можем с тобой сделать что-то. А так мне не интересно, ребят. Надо, ну, если у собак предлагать, то только топовых собак. Или чемпионов, или в лесу, чтобы выдающаяся какая-то была, с родословной. А так это все, это не то. Зачем мне портить, зачем мне потом будут говорить, а мы этим кобелем повезем, он никакой там, или поправлять что-то. Не, мы должны везде баланс иметь. Поэтому, дорогие друзья, если я захожу куда-то, я должен быть лучше. Я зашел в Воланды, я должен быть лучше. Мои Воланды должны, вот не просто так, вот сейчас 6-го у меня человек берет. Помните, о котором я говорил, человек, который 5 собак у меня уже купил за 4 года. Вот сейчас он от Бэхи и Комара берет еще одного щенка кобеля. Все, заплатил, пока там якуты ждали, там думали. Он уже там отправил мне денежку, все, говорит, Андрюх, я у тебя беру вот этого 6-го получается. И ты понимаешь, что ты идешь в правильном направлении. Тот у тебя 3-го берет, тот 4-го, тот 2-го. Тебе обратно люди приходят, понимаете? И вот это важно. Иметь с людьми тоже, что собаки у тебя не просто там какие-то собаки, они рабочие. Еще и экстерьерно красивые. Это очень важно. Это все в совокупности тяжело держать. Кто лайк держит, знает, что красивые рабочие это что-то из ряда фантастики. Поэтому хочется, чтобы были Воланды из ряда фантастики. Поэтому вот как-то так, дорогие друзья. И хочется, чтобы если ты заходишь куда-то, ты должен заходить с головой, с умом, с профессионализмом. И чтобы ты был на уровне высоком, а не просто так. Понимаете, съем, конечно, мне хочется в YouTube зайти, вот у меня просто пока, ну, я держусь немножко, еще чуть-чуть бы, конечно, и вот было бы у нас на лакшере, да, человек 500, уже было бы, конечно, и вольеров больше, и работников больше, и зарплаты другие, а так пока что вот, пока как-то так вот, дорогие друзья, пока вот потихонечку, помаленечку. Пожалуйста, назовите треки. Андрей Мусенко, «Иду к цели», «Гормон» и «Мой волк не Солстри», самый первый трек. Все из них, они завирусились в инстаграмах, там какие-то там 30 миллионов, на какие-то 20, какие-то 50 миллионов. Ну, с разных треков, если взять сбор, какие-то кусочки, вот, ну, столько прослушиваний. А здесь как бы, ну, в Яндекс.Музыке нет ничего. Поэтому, дорогие друзья, оставлю эфир. Давайте, кто не находит, я здесь под эфиром сделаю еще Яндекс, скину на музыку. И вы зайдете и тоже прослушаете там 3 трека. И я думаю, мы там ближайшие, если 2 недели соберем, то сразу я выпускаю сразу 1, потом 2 через неделю и 3 сразу же. Если проголосуем, можно сразу все 3 влупить. Поэтому, дорогие друзья, всем пока. Всех обнимаю. С Богом. Не болейте, будьте добрей. Пока-пока.